В начале месяца в городах и поселках республики торжественно открыли год участника Великой Отечественной войны. В рамках знаменательного события в поселке Сангар Кобяйского улуса провели встречу с ветеранами тыла и труда. Подробнее наш корреспондент Татьяна Владимирова. Все дальше и дальше от нас трагические и героические годы войны. Эта война была одним из самых тяжких испытаний нашей многострадальной страны, которые она с честью выдержала. Достойный вклад в дело разгрома фашистской Германии внесли и жители Кобяйского района. 1422 наших земляков храбро сражались на огненных рубежах Великой Отечественной войне. Оставшиеся в тылу доблестно трудились в помощь фронту и обороне страны. В поселке Сангар в день открытия года участников Великой Отечественной войны здесь собрались ветераны тыла и труда. В этот день прошли торжественные по всем наследям улуса. Ветеранов приветствовали молодежь, школьники, работники муниципалитетов. На сегодняшний день в Кобяйском улусе, к сожалению, не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. Но мы чествуем ветеранов тыла, блокадников. В течение года по Кобяйскому улусу пройдут различные мероприятия, отреставрируют памятники в наследях, намечается проведение множеств фестивалей и спортивных состязаний. У нас создан оргкомитет под руководством главы улуса Стридонова Игната Николаевича по проведению. Мы уже открыли фонд Победы. Мы уже начали работать с организациями, предприятиями по перечислению средств в фонд Победы для проведения мероприятий. Никогда не померкнет подвиг солдата, отстоявший великую победу, и подвиг труженика, ковавшего победу. И наш долг передать потомкам память об этом. Татьяна Владимирова, Александр Савинов, НВК СХ, Кобяйский улус.